Этногенез – процесс сложения этнической общности на базе различных этнических компонентов. Южный Урал и прилегающие степи, где сформировался башкирский народ, издавна были ареной активного взаимодействия различных племен и культур. В литературе рассматриваются несколько теорий происхождения башкирского народа. Суть тюркской теории состоит в том, что основным ядром этногенеза являлись тюркские древнебашкирские племена. Ее придерживались, в частности, герои наших предыдущих роликов Петр Рычков и Сергей Руденко. Основывается она на том, что арабские, персидские и среднеазиатские авторы пишут о башкирах как о тюрках. В европейской научной литературе первой была описана финно-угорская теория. По ней мадьярские племена, в первую очередь Юрматы и Еней, являлись ядром формирования башкирского этноса. Впоследствии они перешли на тюркский язык ассимилированных племен. Приверженцем этой теории является и наш сегодняшний герой. Виктор Иосифович Филоненко, профессор филологии, тюрколог-лингвист, фольклорист, этнограф, педагог. Он в своей работе приводит высказывания арабских путешественников 9-10 веков, таких как Ибн Фадлан, Ибн Дасте, Идриси и других, Максуди, другие, которые говорили о том, что башкиры – это не автохтонный народ, то есть это пришлый народ, но в X веке они, башкиры, то есть в это время уже занимали ту территорию, в которой они в настоящее время уже проживали. Филоненко пишет о том, что на сегодня неизвестно уже, откуда именно пришли башкирские племена, но скорее всего здесь жили другие какие-то народы, которые были именно в результате прихода башкир, они были смещены из этой территории. В книге поднимаются вопросы об аборигенах Башкирии, племенном происхождении и названии народа, о религии древних башкир и языке. Отдельно рассматривается история Башкирии от древних времен до подданства России. О подданстве башкир России, построении города Уфы, Тарханах и несении ими воинской службы в башкирском регулярном войске. Особое место автор уделяет колонизации Башкирии, захвату башкирских земель, истории возникновения горных заводов на башкирских землях. Управление Башкирией, кантоны, башкирское разорение и старинная жизнь башкир делят одну главу вместе со сведениями о башкирском народном эпосе и мыслями автора о судьбе башкир в будущем. Сам автор в предисловии пишет, что его труд – это очерки о башкирах и Башкирии, не претендующие на полноту и преследующие цель дать некоторую сводку и посильное освещение имеющихся в литературе материалов по данному вопросу. В основу очерков легли неизданные рукописи бывшего уфимского городского главы Волкова.